Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В рамках деятельности Министерства образования и науки Республики в течение года проводятся различные образовательные мероприятия. Якутия с успехом выступает на различных площадках и добивается значительных успехов. Об образовательных проектах, форумах и чемпионатах в уходящем году мы сегодня поговорим. Наш гость студии Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала об актуальном. В эти дни в Республике проходит 18-й форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию». Хочу для начала уточнить, 18-й по счету форум, как изменился он за эти годы? Ну, стартовали мы в 2007 году. Вообще форум – это, можно сказать, инициатива нашей республики в свое время. Мы продолжили такую очень важную инициативу МГТУ имени Баумана, технического университета нашего ведущего не только в стране, но и в мире, который когда-то инициировал программу «Шаг в будущее». Такая научно-социальная программа, которая распространяется на школьников. Ну и наш великий земляк Владимир Петрович Ларионов, выпускник Бауманки, он здесь ее очень активно поддерживал, эту программу. Она работала, но в 2007 году обратили внимание на студентов колледжей и техникумов, их тоже очень много. Это те же школьники, которые после 9 класса идут получать рабочую профессию, специальность. Они тоже интересуются научными исследованиями, которые связаны с их будущей профессией. И вот тогда прошла научно-практическая конференция. Она проходила все годы. Секции, очень много экспертов стало, представителей вузов и научных организаций, которые и до сих пор сотрудничают с нами. И вот в 2019 году был такой шаг преобразования. Это теперь называется Республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию». И при этом он еще и вошел в перечень мероприятий, олимпиад талантливых детей. Соответственно, результаты, они вносятся в федеральную базу данных. И это тоже дополнительные возможности, бонусы потом и при поступлении в вузы, ну и в целом это работает на портфолио будущих молодых специалистов. Поэтому форум, кроме НПК, понятно, что форум это гораздо шире. То есть сейчас это и таких вот 7 симпозиумов больших по самым разным направлениям наук. Это и сельскохозяйственные, это и инженерные, там, технические, науки о земле, гуманитарные. И там есть целый ряд других мероприятий. Вот действительно мы стартовали, и этот уже 18-й форум, он вообще каждый форум, он же несет в себя еще и такую воспитательную компоненту. То есть он, как проходит тогда он в этом году? В этом году, да, предшествовало очень много отборов. То есть действительно в основном это студенты колледжей и техникумов, ну и те студенты программы СПО, которые в вузах обучаются, их тоже сейчас немало, и школьники. Они проходили отборы, представляли свои результаты. И по итогам были отобраны 254 доклада. Эти финалисты приехали в город Якутск, очно здесь имеют возможность представить свои результаты. Ну, скажу сразу, что 31 учреждение среднего профессионального образования представлено, достаточно много школ представлено, и 7 симпозиумов, это плюс к этим симпозиумам, это выставка инженерных проектов, фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, это тоже уже традиция нашего конкурса, конкурс цифровых решений Digital Idea, деловая игра, которую тоже проводим, это как марафон бизнес-идей. Ну и традиционно, что тоже очень важно, мы всегда в рамках форума, до форума, так же как и отборы участников, проходит интернет-олимпиада. В этом году и форум, и интернет-олимпиада были посвящены нашему великому земляку, да, современнику Егору Афанасьевичу Борисову. Ну вот 70-летие со дня его дня рождения, и форум к этому приурочен. И вот в самой интернет-олимпиаде, где были составлены вопросы о нем, сама библиотека его имени, Щербчинского УСА, да, они подготовили эти вопросы. И, ну вы удивитесь, но 5714 жителей республики ответили на эти вопросы. Ух ты. Причем довольно много ответили правильно. И там даже когда вот присуждались места, соответственно, призы, то выбирали тех, кто ответил раньше всего. 28 улусов республики приняли участие, практически все колледжи и техникумы республики, и очень много школ. И как вчера представители библиотеки говорили, да, мы информацию эту получили о том, что также очень много приняло участие людей старшего возраста. Это не может не радовать. Это очень интересно, это очень важно. Михаил Юрьевич, давайте поговорим еще про одну
так скажем, в компетенцию про еще один вклад в будущее. Это чемпионат профмастерства профессионалы. В этом году в Санкт-Петербурге проходил Якутия, показала отличные результаты. Давайте о них поговорим. Кто принимал участие, какое место мы заняли? Да, ну, действительно, трансфер, кстати, с Егором Афанасьевичем в свое время мы начинали, в принципе, эти чемпионаты проводить, да, полуфиналы, WorldSkills International, мы помним, было движение, национальные финалы. Но вот уже второй год в нашей стране проводится национальный чемпионат профессионалы. Он и в прошлом году, и в этом году проходит в Санкт-Петербурге. Мы рады, что по сравнению с двумя компетенциями прошлого года у нас в этом году по 9 компетенциям мы прошли в финал. То есть наши представители выехали. Это были, я просто назову вначале, наверное, компетенции. 3D-моделирование для компьютерных игр. Кстати, мальчика назову, Иларионов Иларион. Он еще с юниоров участвовал. То есть он еще школьником принимал участие. Сейчас он уже является студентом. Лечебная деятельность, фельдшер. Ресторанный сервис. Здесь у нас это группа юниоров. И здесь наша конкурсант, кстати говоря, и медаль завоевала. Тоже я чуть о ней позже скажу. Сборка корпусов металлических судов. И вторая компетенция – это эксплуатация судов водного транспорта. Здесь мы очень рады, поскольку это связано со строительством Жатайской судоверфи. Это наш Жатайский техникум, и это, получается, и компетенции, и те ребята, которые готовятся, это прямо здорово, работает на новое предприятие, которое у нас создается. Спасательные работы, пожарная безопасность. Это у нас коллеги, которые представляют Верхневилюйский техникум. Это сейчас, пожалуй, №1. И не только у нас в республике, но и на Дальнем Востоке лидирует именно по этим компетенциям. Промышленная автоматика, это МРТК, соответственно, это тоже связано с производством. Реверсивный инжиниринг, это тоже МРТК, это Мирнинский региональный технический колледж. Ну и важно, что наряду с вот этими компетенциями, где участвовали, получается, 8 студентов и 1 школьница, у нас также были индустриальные зачеты, это специалисты. С ними, конечно, тоже работали представители колледжа, это Ленинскый медколледж помогал. И у нас представлена поликлиника №1 города Якутска. Это, соответственно, лечебная деятельность, компетенция, фельдшер Габышев Ян Иванович представлял. И представляла Зеленская Ксения Дмитриевна, компетенция медицинский и социальный уход. Она работает в республиканской больнице №2. Ну и вот по итогам у нас есть ряд призовых мест, мы очень этому рады. Я просто себе напоминаю, что самое главное, мы радуемся за нашу юниорку. Это Платонова Арианна. Это девочка, школьница, школа №26 имени Келли Пели, город Якутск. Это ресторанный сервис «Юниоры». Ее эксперт-наставник, я не могу ее не назвать, Федорова Любовь Афанасьевна. Поздравляем, это 3 место. Также 3 место у нас в лечебной деятельности фельдшер. Это вот как раз Габышев Ян Иванович, да, который представляет поликлинику №1 города Якутска. И здесь эксперт-наставник Макаренко Лилия Геннадьевна, представляющая Нерюнгринский медицинский колледж, которая с ним работала. Рады, конечно, по сборке корпусов металлических судов. То есть Жатайский техникум, 3 место, Багананов Нюргун, это наш студент, а эксперт-наставник – это Афанасьев Александр Александрович. Ну и, наконец, Ляшик Яна Александровна – это наша звездочка, это золотая медаль, лечебная деятельность фельдшер. Яна учится в Нерюнгринском медицинском колледже в городе Нерюнгри. Ее эксперт-наставник Маликова Лариса Викторовна. Поэтому я, конечно, поздравляю, благодарю мастеров производственного обучения, руководителей, всех, кто принимал участие, всех, кто поддержал нашу команду. Михаил Юрьевич, знаете, что радует? Как сильно поменялась география наших медалистов. То есть не только из Якутска люди занимают призовые места, но и из районов. Это значит, что мы хорошо работаем в плане оснащения мастерских. Об этом тоже хочу поговорить, как работа идет. Ну, да, очень правильный вопрос, потому что, конечно, без оснащения мастерскими мы бы не смогли. И вот практически, начиная с того, как мы в 2019 году, я как сейчас это помню, выиграли первый конкурс Минпросвещения Российской Федерации, в рамках национального проекта образования мы в 2020 году создали свои первые 15 мастерских. Вот сейчас мы уже планируем, что мы 1 сентября уже теперь следующего учебного года, 2025 года, откроем уже 101-ю мастерскую, которая создана на базе наших колледжей и техникумов. Ну и в этом году действительно мы открыли мастерские и в Хандыге, и в Харбалахе Татинского улуса, и в Нюрбе, и в Сунтарах. И в эти дни мы рады, что мастерские будут открыты
в Намском техникуме. Это село Графский берег Намского улуса. Все его жители республики, конечно, помнят по летнему наводнению, чрезвычайная ситуация, когда вся республика помогала жителям Намского улуса, и в том числе село Графский берег сильно пострадало. Но кроме того, что были проведены там аварийно-восстановительные работы на всех объектах, и образования, и культуры, и самого Намского техникума, коллектив Намского техникума смог также 3 новые мастерские подготовить по программе «Миндаль-Восток развития». И вот они в эти дни также открывают свои двери. Поэтому действительно создание мастерских, оно позволяет действительно вести подготовку на местах, очень серьезным образом улучшает качественно. И очень серьезных специалистов. Михаил Юрьевич, мы с вами подвели только часть итогов уходящего года. Предлагаю в заключении поговорить о годе наступающем. Планы, я так, насколько понимаю, там тоже обширные. Вот недавно заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов сообщил о том, что будет у нас сотрудничество с университетом Цинхуа в Пекине. Там будет проект «Акселератор 2.0». Что за проект, для чего нужен? Да, ну естественно, мы развиваемся не в закрытом пространстве, не в вакууме. Достаточно хорошо у системы образования республики развиваются международные связи. Если говорить о системе профобразования, о которой мы только что говорили, то это прежде всего, например, программа «Мастера шелкового пути», в которой участвует и Российская Федерация, и, например, Республика Казахстан, Республика Беларусь, естественно, Китайская Народная Республика. Ну и есть необходимость все-таки вырабатывать стратегии развития отдельных отраслей, предприятий даже, да, республики. И по поручению Александра Сергеевича Николаева в его указе о развитии такой непрерывной, да, системы образования есть пункт, касающийся акселерационных программ. Акселерационная программа – это значит программы образовательные, которые потом позволяют развиваться определенному предприятию или отрасли. Поэтому наш Институт развития профессионального образования, он в этом плане будет отвечать за подбор партнеров, формирование образовательной программы. И то, что нам удалось на полях Восточного экономического форума, республика заключила соглашение с университетом Цинхуа Китая, это номер 1 в Китае, и входящий традиционно там, в первые 10-15 вузов мира по рейтингу. Это, конечно же, совместная будет программа. Вначале мы стартуем с Мининноваций, то есть это несколько программ, связанных с ними, а далее уже будут идти и другие коллеги. Я надеюсь, и Министерство транспорта, и здравоохранения, то есть пойдем по отраслевому принципу. То есть это такой своеобразный обмен опытом? Это обмен опытом. Но когда мы учимся именно практической реализации, то есть это не просто теоретический курс там, экономики, менеджмента или чего-то, как обычно привыкли слышать, а это все-таки работа, вот как мы говорим о мастерских о подготовке, также и здесь это мастерские управления определенными предприятиями или отраслями. Михаил Юрьевич, ну что ж, я уверен, что этот проект успешно у нас будет реализован, как и те, о которых мы с вами поговорили за весь уходящий 24-й. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наш вопрос. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.